Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в гастро-студии ресторана «Мусхая». В гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Петр Габушев, мой друг, по совместительству член нашего фанатского движения футбольного клуба «Милан», о котором должны все знать. А еще самое главное, он директор технопарка «Якутия». Петя, привет. Привет, Петя. Да. Привет, Семен. В начале, когда я тебя приглашал на эту передачу, я тебе объяснил, это кулинарная передача с уклоном на ток-шоу или ток-шоу с уклоном на кулинарию. Где-то вот такое, где мы Гремучая смесь, короче. Да, гремучая смесь, где мы зовем друзей, гостей, хороших знакомых, иногда просим, иногда заставляем их готовить. Ну, в общем, тебе нужно что-то готовить, я знаю, с чем-то ты пришел. Немножко расскажи, пожалуйста, про это. У нас сейчас находится, получается, время в преддверии Нового года, и поэтому предлагаю нам сделать такой новогодний легкий салат, который, я считаю, украсит любой новогодний стол. Он очень необычный. Я его рецепт почерпнул, находясь в Хорватии на регате в этом году, летом. Технорегата была у нас. Поэтому очень мне понравился, очень быстро готовится, никакой неприхотливый. И очень вкусный, и очень такой необычный, скажем так. Продукты используются необычные для наших мест. Передача наша 45 минут, но то есть нужно как бы немножко растянуть, а то ты 5 минут приготовишь и будем стоять там дальше. Так. Давай, начинаем. Что есть у нас? Что тебе дать и что тебе это? Так, у нас есть сельдерей. Сельдерей. Это очень такой сейчас ППшный продукт, да, популярный. Так, ППшный. Сейчас у нас в Якутске очень хорошо возят. Вот красивенький сельдерей из Израиля, мне сказали в магазине. Так. У нас есть авокадо, который тоже в последнее время ходит в обиход очень часто, да, многие его любят готовить, добавлять в салаты, и просто так есть очень вкусный такой продукт, тоже ППшный. Очень, очень полезный, считаю. У нас есть креветки, предварительно размороженные. Креветки, не будем показывать производителя, но они уже чищенные у нас. Да, они уже чищенные, точнее у тебя. И также есть сыр твердый. Твердый сыр. Мы его будем тереть на терке и добавлять в наш салат. Терка нужна. Ну, терка пока нету, но мы ее поднесем потихоньку. И Семен предложил добавить рукколу. Я тоже не против, в принципе, добавить рукколу в салат. Я думаю, что руккола украсит его. Да, и в конце мы сюда заправим оливковым маслом. В общем, нужно, все максимально помельче нарезать, натереть, смешать, заправить, и можно подавать к столу. Да, и сервировать, и попробовать. Да. Самое главное преимущество нашей передачи, о котором я все время люблю повторять, мы обязательно это пробуем. Семен высказывает свое экспертное мнение. Я говорю, что... Пробуем, Семен пробует, ждем 5 минут, короче, все 5 нормально. минут, да, а потом пробуем мы дальше. Да, хорошо. Ну что ж, давай начинаем. И сразу я задаю традиционный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Чьих будете? Кто такой? Откуда родом? Всем интересно. Начнем с авокадо, да? Такой сложный продукт. Авокадо, его очень нужно резать так мягко, нежно. Я родился в поселке Сангар Кобяйского района в 1982 году. Прожил там 13 лет. И это, конечно, это время в Сангаре... Подумал, что достаточно. Наложило на меня большой отпечаток. Это еще отличное детство, конечно, было. Советский Союз, но да, все мы знаем, это прекрасное детство, вот это время. Постоянно на улице. Я был просто не выходил там, наверное, с улицы. Вот. Да, бывают такие моменты, нужно убрать это испорченное. Немножко, ну ничего. В любой мороз, в любой там снег, зной, короче, мы на улице, на реке, там река Лена замечательно протекает. Мы там у костра, мы рыбачим, мы там купаемся, загораем. В общем, в любой активности, которые были в то время, мы все испробовали. Это прыгали там по гаражам, лазили везде, где мы только можно, по всяким заброшкам и прочее. Поэтому время такое уникальное. Я считаю, что детство это... Жестко закаленный чувак, да? Жестко закаленный чувак, да. Так. Потом? Случаи разные были, бывало там в разных передачах, там приходилось драться. Там, случаев можно набраться на другую передачу. Да. На другую. Да, ну, жизнь дорога большая там, да. Да. Потом я 2 года жил в Питере. И это тоже вот опыт такой уникальный, на самом деле. Это спасибо, наверное, моей матери, которая нас вывезла с братом в Питер. Она поступила, в Питер, в Полярную академию тогда еще. 2 года мы там жили в Питере на улице Воронежская, 116, в общежитии. Я ходил в школу номер 376. Нифига ты по цифрам все помнишь. Нифига ты по цифрам все помнишь, да? Вообще все помню. У тебя идиопатическая память, походу.
Память на цифры хорошо. Да-да-да. Вот. Что, кстати, это предопределило мой выбор профессии, мое назначение. Ты об этом вот к этому подойдем плавно. Так, дальше. Вот в Питере, значит, это культурная столица. Я резко изменил свою жизнь. То есть это, ну, сам понимаешь, все по-другому, да? Это уже никакие там не улицы. Я играл в футбол хорошо. Это меня спасло. Так, Потому «Зенит». что... «Зенит». Нет, я вот тогда уже болел за «Спартак», уже в то время. И Так, было ну сложно. тебя, скорее всего, били Я каждый день. скрывался. честно говоря. Скрывался? Я скрывался. Играл в футбол, но скрывался, да? Свои предпочтения, да. Но били меня не потому, что я там болел за «Спартак», а потому что я был якутом. Да Я что, был национальный вопрос был. глазом, да. В то время в Питере в 90-е годы был очень мощный вопрос национальный, стоял. И меня вылавливали после школы ребята, старшеклассники. Ну, чуть-чуть там меня слегка били, я там сопротивлялся где-то, да. Ну, в общем, в обиду себе не давал, как так. Просто не давался, там, что там лежал, там, меня там пинались и такого. Но, судя по всему, что ты жив-здоров, но сильных увечий тебе не нанесли тогда. Да, все хорошо. В общем, и спас меня футбол, потому что футбол такая игра, я вообще вышел как-то во двор, значит, а у нас был двор общий, вот была школа, было общежитие, между ними был двор, где играли все в футбол. Вышел во двор как-то с мячом поиграть. Показал свой класс, ребята такие, опа, ты еще... Хоп, Джога Бонита. И все, сразу меня полезли друзья, короче, сразу я как-то так стал своим. Да, ну себе сразу в команду начали брать, да, наверное? Да, начали в команду, в общем, я тогда помню, очень хорошо Футбол бил объединяет. тогда, бил очень сильно по мячу. Хотя был вроде в 8 классе, но я просто пробивал так, что там штрафные пенальти забивал там вообще на ура просто. Я просто сильно бил в то время. Это был мой козырь такой. Я не знаю, почему так получилось, но я сильно бил. Сильнее, чем мои сверстники. Что-то наводит на то, что сила есть. Но... Ну, вроде да, есть сила, есть ум тоже есть, слава богу. Он тоже вроде есть тоже, да? Да. Вот, потом я вернулся в Якутск после двухлетнего вот этого отсутствия в Якутске. И с тех пор я живу в Якутске. С 97 года я вот уже 24 года нахожусь в Якутске. Здесь закончил Якутский госуниверситет, закончил школу, 26-ю школу закончил, которая на Исландском находится. Да. И в Якутск стал моим таким второй родиной, таким вторым родным городом моим. Ты закончил ЕГУ, ну то есть когда он ЕГУ, да. еще не был СФУ? Когда еще не был СФУ, я закончил ЕГУ, ФИ, финансово-экономический институт. Ага. Почему поступил в ФИ? Есть очень интересная, тоже долгая история, почему поступил в ФИ, очень долгая история, но я в доме есть, у нас Касима готовит, мы тут можем, да, поговорить. Да. Естественно, меня душа меня тянула обратно в Питер. Я прожил в Питере 2 года, у меня были там друзья, одноклассники были в Питере уже, да. Был какой-то такой опыт, и хотелось вернуться в Питер, поступить в Питер. И я поступил заранее в 11 классе на курсы повышения, на курс по подготовке к поступлению в СПб ГУАП. Был такой вуз, академическое приборостроение. Сдал их, в общем, отлично. Мне сказали, что все, Петя, ты, в общем, спокоен, ты поступишь, сказали, короче. да? Все у тебя хорошо будет. Я реально сильно расслабился. Но потом произошла непонятная ситуация. Значит, документы мои так не доехали до этого вуза. Потом еще заводили дело на тех, кто эти курсы организовал, короче. Почта России, скорее всего, очень темная история. История очень темная. Короче, я в начале июля узнаю, что я, оказывается, никуда не поступил. Ага. Моя мама мне такая заявляет: начинается так, суматоха. срочно, надо что-то делать, в общем. Мы находим там что-то там, объявление, что вот в ЕГУ сейчас уже начались экзамены, да, приемные экзамены начались, побежали. Мы побежали в ВЛК, в спортзал, как сейчас помню, в спортзале, там приемные комиссии. Но я, значит, пока учился в школе, в 26-й школе, мы ходили на курсы в ЯФЭК. Был такой колледж, Якутский финансовый университет, до сих пор есть, имени Фадеева, колледж на Юнском находится. Вот я поэтому знал, что я буду экономистом точно, 100%. Вот цифры меня тянуло, да, вот это вот я, значит, к экономике, к цифрам, считать, все это было мое. Мы пришли в эту комиссию, значит, поступать на ФИ. Я смотрю количество мест, которые есть. Да, 25, количество... Где-то 500 на 25, наверное. Нет, чуть меньше, короче. Чуть меньше? Количество мест типа в ВУЗе бесплатных, да, и количество этих людей, которые хотят поступить, да. Там, я понял, сейчас был финансовый кредит, там самый большой конкурс был, финансовый кредит. Сейчас где-то 7-8 на место, короче. Потом была там мировая экономика, чуть поменьше, там 3-4 места. И менеджмент где-то 5 человек на место было. Почему-то я выбрал менеджмент в то время. Почему-то. Ну вот как-то у меня душа лежала именно к управлению, менеджмент, мне вот это понравилось. Хотя можно было выбрать, допустим, мировую экономику, там количество мест было меньше, меньше был конкурс, но выбрал менеджмент. И не поступил. Не поступил? Не поступил. С первого раза? Провалил. Так.
Потому что с марта месяца балду пинал. Ну потому что ты не готовился. Фраерил. Да, больше. фраерил, не готовился вообще. Был на расслабоне. На расслабоне был. Не добрал буквально там где-то 5 баллов. Ну, это довольно много тогда было. 5 баллов не набрал. Поступил на платное. И полгода мама у меня за меня платила. Полгода платила за учебу. Но спустя полгода... Ты лучше помыть его сидели. По-моему... Спустя полгода я стал отличником просто в ФИ. Всех там еще поразил, всех удивил. Круглый отличник был. И я тогда пришел к руководству. Такая же ситуация произошла, как с футболом. Ты уже себя показал. Все во всей России сказали, о, нифига, это же надо перевести на бюджет. Вот именно так и было. Я тогда пошел на КВН, тогда помню, сразу же. КВН был страшно популярный, кстати, в то время. Страшно был популярный КВН тогда был. Тогда мы собирали там полный зал, просто это было вообще движение такое мощное в то время. Так вот, значит, я прихожу к Антону Фанасовичу, наш в то время руководитель ФИ, ректор. Он сразу меня узнал. Петя, ты же? Заходи, говорит. Говорит, Торис Иванович, ну, такая ситуация, в общем, да, я поступил там, я, кажется, на платном учусь. Он, да, ну ты на платном учишься, да ты что? И, в общем, принял решение меня перевести на бесплатное. Еще за это большая благодарность ему, да, и привет, если он смотрит нас. Такое судьбоносное решение было в моей жизни, что я поступил на бесплатное, и это мне придало таких сил, там, усилий даже. Там, ну да, знаю. И это и ответственность же. Ответственность, большая. Да, то есть можешь в любой момент слететь, правильно? Закончил ФИ с красным дипломом. Вот. Красным? Красным, да. Все пятерки там были. Все было хорошо в ФИ. Потом я работал в налоговой. Это тоже была отдельная история, почему я пошел в налоговую. Я закончил в июне ФИ и вообще не планировал до сентября нигде работать. Лето, июнь. Конечно, только что закончил. Все вообще отлично. Да, надо погулять. Гулять. Надо немножко погулять. И, значит, гуляю я по площади Орджоникидзе, встречаю своего однокурсника предыдущего, который год как учился, закончил ФИ. Он говорит, Петь, что делаешь? Да вот только закончил, с радостью жизни гуляю. Балдею, да. Жизнь удалась. У нас вакансия срочная, короче, в налоговой, нужен человек там, в отделе. Приезжай, приходи, короче, все, мы тебя рассмотрим. Ты же такой классный, позитивный, давай, приходи. Я так помялся, ну, пошел все равно, пошел. Ну, что делать, пошел. Ну, попал в очень интересный отдел выездных проверок. И вот в налоговой работать, короче, скучно, но в отделе выездных проверок, вообще не скучно. Нифига не скучно, да? Потому что это каждый раз, короче, новая проверка, новые люди, вот это все, новая какая-то история, вот это вот все. Я там проработал полгода в отделе выездных проверок городской инспекции налоговой. Помню, как меня отправляли на эти проверки. Первые, я, в общем, меня, как начинающий проверять самые мелкие там какие-то ИП, которые там с нулевой выручкой, там, которых ничего нет. Я ездил по городу, искал их по адресам. Они, как правило, указывали адреса, которых вообще не существует. Ну, 90-е годы, там, конец 90-х, там, дикие годы, там, ты приезжал, там какие-то собаки, короче, там. Специально регистрируют там, где никого не Да, я приезжал, писал акт, что я не нашел этого ИПшника, в общем. И там закрывали, там, что это было благополучно. Вот, а потом я перешел в отдел в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. И там уже такая даже серьезная организация. Мы там проверяли Алросу, Якутуголь, Газпром проверяли. Там такая уже была серьезная работа. Ну, я себя показал, с хорошей стороны, считаю, показал, но все равно оттуда ушел, потому что понял, что там нет роста никакого, там госслужба вообще не мое. Зарплата маленькая была, к сожалению. В общем, и пошел работать в ВПЛ. Приходилось брать взятки, это шутка. Нет, я так не брал. Пошел работать в Apple Diamond. Apple Diamond. Apple Diamond. Так. И там вот я тоже там получил свою такую. Ты говоришь, пошел, как будто у тебя такие были вакансии, и такие, да, ну ладно, пойду в Apple Diamond. Тоже отдельная история. Я иду, значит, гуляю по городу Якутску, прогуливаюсь. И прохожу мимо их офиса Apple Diamond. И стоит Анатолий Семенов на крыльце. Толик, ну, Анатолий, хорошо. Анатолий, да. Для нас Толик, ну, хорошо, Анатолий. Так. Он говорит, Петь, ты что что гуляешь сегодня? Я такой, опа, дежавю, короче, опять гуляю, да, опять меня зовут. Подзывает меня к себе, что делаешь? Давай к нам. Короче, все, короче, Apple Diamond. У нас 16. Растущая компания. Было 45 сразу было. Сразу 45. Три раза больше, да. Больше, конечно, ну как можно отказаться было. В общем, компания тогда развивалась очень сильно, бурно, Apple Diamond. Ну, компания такая с амбициями, хорошими, да, она хотела завоевать тогда рынок, тогда прям вот это все. Сейчас, то, что история случилась, это то, что рынок завоевали, тогда вот только началась эта история. В общем, очень классное было время. Я там проработал до кризиса 2008 года. 2008-го. Ну, мировой кризис, который вот ипотечный, который да, пошел. Продажи упали, резко упали, все было, стало плохо, короче. Нас начали сокращать, резать, и уменьшали зарплату, уменьшали нам в том числе.
Вот я туда ушел и открыл свой ресторан. Я был партнером по ресторана. Если, может быть, зрители в курсе, некто, ну, кто со стажем знает, это стейкхаус столица, суши столица, напротив, это, где, получается, занялся Сахателеком, напротив мэрии, по диагонали, вот это по углу стоит. Сейчас там находится, потом там был этот Центромед, после этого был, а сейчас там находится тоже какой-то ресторан. Я не помню, Да, два ресторана, по-моему, там находятся. Ага. Вот, мы там очень открылись. Ну, не будем их рекламировать, будем... Вот, значит, мы там открылись, было очень все здорово. Ну, работали где-то 1,5 года. Разные тоже были случаи там, конечно. И это бизнес очень сложный, если на самом деле. Я после этого сказал, что больше я в этот бизнес вообще не ногой. Это очень сложно, тяжело бизнес, да, такой много. Еще был момент, когда у нас было 3 ресторана, и количество работников где-то человек 100 составляло. И там просто уже никакого там управления не было, просто там на самотеке все невозможно было управлять. Там звонят тебе, допустим, тут у нас продукты кончились, тут у нас, короче, повар не вышел, тут у нас официант там заболел, там еще охранник там заболел, ну, что такие вот вещи, вот, и они каждый день происходили, и там просто, ты вот, просто на разрыв вообще. Очень было сложно. То есть никакой стратегии, одна оперативка? Да, да, вот. И ты в этой оперативке просто погрязаешь там просто до, там, с 8 утра там, до 2 ночи, все, и ты постоянно и тушишь пожары. И тушишь пожары, Да, вот. Как пожарная бригада, в общем, там, мигалку запустил и поехал там тушить. Вот, а потом, значит, я был период, я ничего не работал. Устал, видимо. Еще полгода вообще решил ничего не работать. И тут мне звонит Анатолий Семенов наш уже. Опять? Знакомый, да, известный. Говорит, мне начали в технопарке Якутия директором. Чем занимаешься? А он знает, что я ничем не занимаюсь? Ну, он знал, видимо. Говорит, давай ко мне, в общем, замом. А что такое технопарк? Спрашиваю я его. Он говорит, я сам не знаю, короче. Ну, типа, там разберемся. Ну, парк, что такое, ты знаешь? Ну, скорее всего, там гулял. Да, технологии. Ну, техно, думаю, это музыка, наверное, да? Тогда же техно было. В то время многие, когда ты говорил технопарк, они думали, что это какой-то гараж там с машинами. Да. Что-то техническое, да. В то время такие были ассоциации. В общем, пошел в технопарк, и было вообще, конечно, сложно первое время, когда мы работали. У меня был ноутбук и машина. И это был наш офис, короче. Моя машина и ноутбук, это все был наш офис. С Анатолием, в общем. Не было ничего. Была просто такая бумажка. Создать технопарк Якутия. Все. Больше не было ничего. И мы вот с нуля, сами, не понимая, что такое технопарк вообще, с чем его едят. Ну, скажем так, в оправдании тебе это вообще было новое. Это было что-то такое, которое, ну вот только-только зарождалось. Интернет был не у всех. Верно? Верно. Да. Ну, мы все помнят эти звуки, там, когда ты подключаешься, да, к интернету, там, 50 килобайт в секунду, там, скорость. Открываешь почтовый ящик, и он так, ты, короче, идешь там, пообедал пока, там, покушал, он еще только открывается. Интернет на ADSL, да. Вот такое было время, очень интересное. И было сложно, особенно общественное мнение было такое сложное. То есть Якутия, инновации, что это, где это, там, это вот, как тогда понятия сейчас соприкасаются. То есть мы приезжали там, допустим, даже в Москву, там нас смотрели, так, ну, якуты приехали, что это? Короче, подождите, да. Вы в конце, короче. Да подождите, вы же мясо сырым кушаете. Подождите. Вы же там олени бегают там у вас там. Да, олени у вас бегают. По улицам. Вот, но постепенно, когда пошли эти первые результаты, первые резиденты пришли, уже какие-то успехи там начались, там, да, вот уже сам уже начинаешь верить в то, что ты делаешь. И это сам тоже было сложно, поверить самому. А когда ты сам веришь, короче, это уже легче другим тоже объяснять. Когда результаты пошли. Да, когда результаты пришли, ну ты говоришь, вот, ну как же, вот же у нас компания такая-то, она же вот результаты показала, там, то есть уже легче тоже появились какие-то аргументы. И когда как снежный ком. Все нарастало, все больше, все мощнее, все больше компаний, все больше резидентов, больше успехов, короче. И сейчас мы, в топ-10 входим технопарков России. Технопарков? Да. Да, ну и вы еще и филиалы продолжаете открывать, я знаю. Открываем сейчас IT-центры в районах. Да, везде уже. У нас есть филиал в городе Нерюнгри. Да, не знаю. Мы входим во все мировые ассоциации технопарков, со всеми дружим, со всеми сотрудничаем, со всеми общаемся. Мы сейчас уже дошли до того, что мы сейчас сами опытом делимся уже. К нам обращаются другие регионы, там, в частности, вот недавно Архангельская область, Дагестан. Ну правильно, потому что история сколько уже? 10 лет? Да, в этом году начинается 10 лет. 10 лет, да. Юбилеи будут. Недавно у нас сейчас вот были мероприятия, юбилейные закончились. Ага, а юбилейные мероприятия? Много, да, было всех разных мероприятий. Мы проводили выставку, проводили Россия история, проводили форум. Ну, то есть, оглядываясь назад, ты можешь действительно очень много рассказать, да,
Но до этого, как я задам этот вопрос, давай все-таки немножко про за еду. Да. Так, Семен, ну, пока- не пока мы то, что стоим, начнем, Семен да, готовил. а Семен молодец, он вообще, вообще очень большой профессионал, да, стоит, слушает. рука Да, у мастер нас, чувствует, как чувствует обычно в России, один работает, двое смотрят и разговаривают. Да. Ну, Семен, что ты сделал? Так, ну, зачистил, промыл сельдерей. Сельдерей, да. Можешь уже начать. Так, Так. уже я почистил, уже зачистил, как говорится, авокадо. Авокадо. Облил, И смотри, он Вот уже... эту тапочку берем, да, наверное, уберем, она не мешает. Так, облил уже лимонным соком, чтобы не лимон. потемнел. Только маленький лайфхак. Лайфхак, да, как такой, кстати, запомните. Уважаемые телезрители. так, еще что нужно делать? Креветки просто, да? говорится. Креветки мы обжариваем? Нет, просто так, Просто так, без тепловой обработки. без тепловой обработки. Уверен? И чем больше, тем лучше. Уверен, говорит? Но они же уже вареные, они уже готовые. Да. Что с ними будет? Ну, я думаю, может, придадим вкус, пожарим с чесночком. В общем, берем сельдерей и режем его мелко. Вот примерно так вот. Вот так. Да, примерно вот так. Ну, Петя говорил, что делал этот салат не раз. В общем, я был на регате в Хорватии. Есть такое То есть, мероприятие. подожди, это Технорегата. технорегата. Технорегата, Но да. это Туда собираются- не по воде ходит. Нет, по воде почему? По воде ходит? Да. Туда Ну, то есть по воде ходит и еще там... собираются всякие вечерные инвесторы, инновационные там, да, их служат, в общем, там, всякие там то есть два в одном, стартапы, два в да, одном еще, из да? России собираются, значит, едут в Хорватию, и там, значит, неделю гонки, И заодно на яхтах, да? и обсуждение и всевозможное. заодно получается нетворкинг, очень мощный нетворкинг, там, знакомства, и там можно прям добиться очень хороших результатов. То есть там найти инвестора там себе, да, как-то там познакомиться с людьми такими интересными очень. Очень полезное узнать мероприятие. нового, да? Узнать что-то новое, да. Слушай, ну давай еще продолжим разговор про технопарк, да? Ну вот смотри, 10 лет. Как начиналось и сколько сейчас резидентов? Какими образом идет отбор? Ну, например, для меня вообще все интересно. Хотя В 2012 году, когда мы начинали, у нас было 12 компаний резидентов первых. 12 компаний. 12? 12, да. Сейчас у нас 170 компаний. 170 компаний. А одно время доходило до 200 компаний. Одно время было 200. Когда стало 200, мы такие сказали, стоп. Слишком много. Что-то слишком много, короче, Не- компаний. не- Давайте некуда складывать, давайте лишних, которые там ничего не делают, почистим, уберем, короче. Провели, в общем, такую типа ревизию. И компания, которые только работающие, реально, которые работающие, что-то производят, мы их оставили. Которые были только с идеями, которые долго что-то заявляли, что будут делать, но не делали, мы их, в общем, всех отсекли. Конечно, ребята, еще извините, но вы там типа, долго у вас шанс был, как бы попробуйте что-нибудь Да. раз. И мы Ну, то есть какое-то время же так дается решили. все равно резиденту, да? Ну, то Да, есть, да. что нужно, чтобы стать резидентом? Это же не только инновационное это что-то, либо только инновационное что-то должно. Сейчас мы боремся за качество. Поначалу мы, конечно, да, принимали всех желающих, кто говорил, мы хотим делать инновации, мы хотим Ну, то есть, делать как бы, инновации. Мы говорим, «Хорошо, побольше ребят, посадить, давайте, и может давайте». что-то вырастет, Да, типа, да? да, да. Ага, так. Сейчас мы боремся за качество и берем только тех, кто реально что-то делает, у которого есть, допустим, какой-то патент уже инновационный. Ну, либо какая-то своим разработка готовым есть. продуктом уже каким-то, да? Есть какой-то продукт готовый уже есть. Ну, это в идеале, конечно. Так бывает редко, очень крайне, но... Ну, в идеале, да. Таких, скорее всего, вам и не придут. Ну, то есть, сами по себе уже хорошо, и да. Да. А что получает резидент? Ну, сначала, когда мы только открылись, самое важное была поддержка, имущественная поддержка была. То есть они хотели именно офис по льготной чтобы цене. где ютиться по и льготной все цене, такое. да, чтобы Так, открытым своё там производство или просто такое разместиться. То есть это было очень востребовано в начале. Сейчас это уже другое. Сейчас это уже другая поддержка, неимущественный характер. Допустим, это привлечение инвестиций, упаковка проекта, написание бизнес-плана, поиск инвестора, там, да, продвижение проекта. То есть уже приходят как за именем, что мы сделали технопарк, это уже такое имя, которое открывает дороги, там, открывает некие двери. Ну, да, уже ну, то есть, открывает. какое-никакое просто доверие, режем типа, да? мелко, так же, как сельдерей. Какое-никакое доверие. Да, ну это уже имя технопарк Якутия. И вот такое, скажу, мысль, я думаю, интересно очень. Я когда ко мне пришли студенты недавно, говорят, мы у вас в 2015 году участвовали в хакатоне. В 2015 году. Сейчас у нас уже свой проект у нас есть. Мы тогда были школьниками вот в это время, в 2015 году. Сейчас мы закончили, вот, да, вот вуз недавно. И вот у нас проект есть, студенческий проект. Мы хотим, в общем, к вам в технопарк. Я такой так сел, так, ну, поговорил с ним, конечно, там, выслушал их, а потом так сел и подумал, что так круто, они вот в 2015 году мы их нашли, как бы, ну, притянули к себе, да, нашли, да, они загорелись этой идеей, что они потом придут, закончат вуз, там, придут в технопарк,
Они учились, считай, 5 лет, вот, горели эту идею, вынашивали, короче, сейчас вот пришли Ее и ко мне в вынашивали. технопарк. Она не устарела за 5 лет, получается? Она не устарела. Так. Я думаю, это вообще, короче, круто. Я такой подсел, такой думаю, ну, только ради этого стоило вообще работать. Ну, Чтобы если вот люди так люди вот... связали жизнь. Да, да. То есть выросли поколение целое, я считаю, что для которых технопарк это не просто звук, не такое, не последнее слово, которое они как маяк, да, они их тянет, там, они на него смотрят на него и надеются, что вот в будущем, значит, они с ним жизнь свяжут, с технопарком. То есть, ну, это просто вообще... Я подрезал чуть покрупнее, потому что он крупнее, да? переспелый. Понял. Мы начинаем, сейчас начнем, там вообще кашица будет. Так, дальше что? Там уже терка нужна для сыра. Так, терку. Терка есть. Мне кажется, вот это надо вам еще, да? Тарелка тоже, да? Чтобы, да. Ну, вот сюда сделайте. Добавим на сюда же? Да, сюда. Ой. Так, и получается... А вообще расскажи, как ты вообще вот при таком, как говорится, насыщенном графике, чем ты любишь вообще питаться? Или, может, какая-то твоя любимая кухня есть? Да, вдруг резко пришли на... Ну, да, учитывая то, что ты не такой уже маленький. Так, в последнем году что-то к стейкам пристрастился, к стейкам, и прям стал уже там различать все мраморное стал. Знаю там уже производителей там. За последнее время, да, это стало как-то уже... Ну, такой тренд такой, да. Не то, что тренд, вот с развитием, вот, те же перевозки. Угу. Вот, Ну да, стало более доступно стало. Да. Появился выбор, какой-то ассортимент появился. Мираторг пришел. Тот же Мираторг, да. Тот же. Ну, для российского рынка. Они же первыми начали, по-моему, про стейки. Ну, про стейки вообще действительно, да, отдельная тема. Отдельная тема, где можно вообще... Как готовишь? Как сам любишь? Какой прожарки? Medium well. Medium rare. Well. Medium well? Well, да. Да ладно, well. Well. Почему? Без крови. Почему? Без крови. Это что, не будем, наверное, дорезать, да? Пусть так Да, останется. уже Это можешь дай мне, я поставить. съем, моя шутка. Так, дальше что у нас? Так, ну у нас почти все готово. Мне осталось только все смешать. Заправить рукколой, заправить маслом и перемешать все. Основные ингредиенты у нас уже готовы, но все-таки мы немножко взяли перерыв, посовещались, и Семен решил. Все-таки мы креветки жарканем, введем новую струю, да? Добавим пикантность. Пикантность. Да. Давай мне вот сковородку. Да, сковородку. Да, вы можете местами поменяться, ребята. Вот. Плиточку и чуть-чуть, да? Да, вот. Передай оливковое масло мне. Оливковое масло, так, пожалуйста. И там немножко чеснока. И чеснок. Как говорится, Пару этих, да? да, взбодрим, как говорится. Взбодрим, как ты любишь говорить. Взбодрим креветки. Это тоже пока уберем. Передай салфетку. Еще раз? Салфетку. Салфеточку. Способ интересный такой. Салфетки постоянно используют Семен. Ага, Это, видимо, так шеф-повар, да, делает, так я первый раз такой вижу. Еще раз. Используют салфетки, часто салфетки. Он там. Ну Может, да, все протирает вытирает. каждый раз там Да, всё да, это да, вот. да, да. Ну, видишь, вот человек учился очень долго. И я упоминал уже, по-моему, это 8 лет. Для того, чтобы стать шефом, нужно этому учиться. Итак, Петь, а как ты отдыхаешь? Какие у тебя хобби? Слушай, ну я, наверное, не буду оригинальным. Я как и настоящий якутский мужчина, я люблю очень рыбалку, охоту. Я знаю, что ты тоже очень любишь это. Да, Мы с тобой еще ни разу не охотили, кстати, не кстати, рыбачили. мы, кстати, вместе никуда не ездили в лес, по-моему, Да, да? так что надо как-нибудь съездить. Хорошо. Ну, я вырос с детства на реке Лена, поэтому у меня тут, не знаю, тут с генами, короче, передалось. У меня дедушка был, как сказать, главным на рыбозаводе в Сангаре. Главным. Новгородов такой был, Новгородов. Там есть такие острова, еще Новгородские острова возле Сангара. Вот он еще был бригадиром артели. И он Рыбный. снабжали, да, не фронт, снабжали вот рыбой из Лена. Очень хорошо. Вырос на карасях тоже, я всю жизнь на карасях. Кобяйские караси, это знаменитые, да, джилинские. Поэтому я люблю очень рыбу, рыбалку. А что ближе, рыбалка или охота все-таки? Рыбалка, наверное, ближе, потому что у нас все-таки была с детства, сразу была рыбалка. Охота, она вот недавно появилась. Ну, у меня есть уже, у меня и нарез есть уже. Я уже брал трофеи с нареза тоже брал. Люблю рыбалку, кстати, гусиную, больше рыбалку люблю. Рыбалку, охоту, говорю, гусиную. Вот съездил. Вообще все? Или как? Ну, их очень много, да. Да, ну то есть как Я бы... думаю, что он не испортит блюдо, точно. Ну вот это. Не испортит, ну пусть останут лучше. Ну пусть На сам будущее, Семен да. решает. Мы так постоим и порешаем, да? В общем, съездил на гусиную охоту в Чукурдах, в Алайховский улус.
Ну, в ангарах у вас тоже же стреляют? Да, стреляют. Ну, пролетных, пролетных, правда, пролетных. И, ну, просто влюбился в эту охоту, вот, гусину, именно там, на северах. Потому что там гуси уже ничего не боятся, садятся уже просто так, там вообще, даже на манки, там, чуть ли не там, не голову тебе садятся там. И реально, ну, это вкусно, реально, вкусно, не знаю. Я понял эту охоту, мы сидим сутки под таким снегом, который идет, ветер дует, и снег идет под одним и том же углом. Снег идет, сидим в палатке, вот, и этого гуся варим, жарим, на всякое разное готовим его, и он очень вкусный был. Прям вообще бомба. С тех пор я утку как бы перестал уважать. Гусь для меня стал вкуснее. Гусь вкуснее. Гуси больше. Да, они больше, мяса больше, конечно. Вот так отдыхаем. Так, а еще как ты отдыхаешь? Может, музыку слушаешь? Я не знаю. Ну, люблю, конечно, кино, сериалы тоже очень люблю посмотреть. Все новинки не пропускаю, хожу в кино часто, да. И слежу как бы за новинками фильмов. Стараюсь, в общем, ходить, смотреть. Последние там вот эти вот, там «Игра с кальмарами», тоже раз сразу тоже надо посмотреть все, конечно же. Отдохнуть, да, как там это все. Игра в кальмара, с кальмарами сказал, да? Игра с кальмарами. У нас Семен жарит креветки, а у нас игра с кальмарами, да, так. Слушай, еще вопрос. Как ты пришел к Милану? Это такой очень вопрос, очень интересный. Я Да. Вот Семен сказал за кадром, что обязательно что-то свое, конечно, там скажет свое, да? Но давай мы пока мы как миланисты пока. Я болею за «Спартак» где-то с конца где-то примерно годов 80-х годов. Как ты и говорил, хотя и ты жил и в Питере, странно, что. Да, так. Еще помню те времена, когда там был цимбаларь, Пятницкий, Досаев, я еще тут помню, когда они играли. Черенков еще, наверное, да? Или уже не было? Уже не было. Ну правильно, ты же 80. Вот, и мне как-то вот с детства нравятся красные команды. Красные команды. Я еще болею за «Спартак», Манчестер Юнайтед, Фергюсон, который был, да, вот уже конец 90-х. Бавария, Мюнхенская мне нравится, Барселона. Когда на красный надевает, да? И, соответственно, Милан в Италии. Так. Это такая была очень интересная история. У меня брат младший есть, и мы с ним вот как бы так выбирали в каждой стране по команде, за которую будем болеть. И он выбирал постоянно команды такие, короче, черные, белые такие команды выбирал. Вот, а у меня были все команды красные. Как-то вот прошло с тех пор, прошло 90-х годов. Вот так это и осталось с тех пор, что у меня симпатия на стороне красных команд. И Милан тогда, вот мне тогда, Мальдини тогда, когда был в то время, мне очень нравился Милан тогда. Какая Мальдини? Мальдини, Неста, да. Зиедорф, Кака, Шева. О, мы можем действительно отдельную передачу про AC Милан. Про футбол снять. Про футбол и AC Милан, да. Так, ладно, мы немножко... Так, взбодрили креветки? Да. Взбодрили креветки. Уже можем перемешивать тогда все, да? Да, как ты это делаешь? Просто добавляем сюда, все. Давай, в кадр, ребята. Показывай, как ты это делаешь. То есть, вдруг кому-то из телезрителей интересно, как вы это делаете. Шутка. Я думаю, всем интересно, как это делать. Да, всем интересно, да. Так вот аккуратненько сыр достаем, размешиваем его. И все это в однородную массу, да? Перемешиваем, это мы убираем. Также туда тоже все креветки тоже в однородную массу. Сыр, кстати, я попробовал. Вкусный. Сыр получился что-то такой мягковатый получился, мне кажется. Надо цвет? Потверже. Нет, цвет мягкий, сам консистенция мягкая, надо тверже сыр? еще выбирать, видимо. Пармезан. Какой-нибудь, да? Салат был холодный, я задумался, но теперь он будет теплый. Теплый салат. Но можно охладить, поджарить и на улицу. Что нам стоит, да, как говорится? Теперь надо заправить еще маслом оливковым, еще раз размешать. Так, Вот, совсем там помешать, да? Отлично. Заправочка. Соль, специи по вкусу? Либо, Вот соль вообще специи никаких не надо, потому что они соленые креветки сами по себе. То есть, их варят, их солят. И не надо ничего, да? И сыр тоже соленый, как бы, да? Тоже добавлять ничего не надо. Вообще я стараюсь меньше есть соли, там меньше такого солить, соленого меньше есть. Я думаю, что все, готово. Петь, ты же руководитель, ну, скажем так, относительно недавно. Ну, то есть ты же не всю карьеру был руководителем. Что-нибудь поменялось в твоей жизни? Слушай, ну да, конечно же, это больше ответственность, больше какая-то такая вот
вера, да, в свое дело повышается, все это, то, что нужно быть прямо на работе, гореть работой, и это накладывает отпечаток, что у тебя меньше времени свободно начинается появляться, меньше времени, да, там, на детей, на семью. И это, ну, реально сказывается, конечно, на жизни. Поэтому... То есть, получается, идешь на какие-то определенные жертвы, да? Да, все-таки жертвы, Чуть-чуть. конечно. Если ты руководитель, то все-таки жертвы. То есть ты себе уже не принадлежишь. У меня как день начинается? Я встаю там в 8 утра, и у меня куча сообщений из Москвы, которые ночью я не прочитал. Ну, потому что, вот, Да, да. потому что я начинаю их обрабатывать, что-то там читать, отвечать. Вот, в 9 уже начинаются уже звонки там с работы, уже там нам нужно то, нам нужно это, подписать то, подписать это. В общем, и вот это каждый день, каждый день. Так, вечером тоже то же самое. Пока Москва спит, пока Москва работает, там до полуночи ты там тоже работаешь, что-то делаешь. И вот это вот такой ежедневный такой график. И, наверное, только в воскресенье такое подается, когда выходной день, воскресенье обычно. И вот, когда никто не пишет, все отдыхают. Короче, вот один день такой в неделе, когда можно расслабиться и телефон так отложить в сторону. А так просто постоянно с телефоном ты вот как продолжение руки. И это, честно говоря, конечно, напрягает уже. Напрягает, потому что все-таки мы должны люди как-то больше общаться вживую, чем вот это с телефоном. Ну, хотелось бы, но хочется. сейчас веление времени, что Еще вот эта пандемия, да, мы уже все здесь, и, мне кажется, на дороги нету. Или как ты видишь это? Ну, да, тенденции Да, такие, да, но, тенденции блин, такие, да, ну, уже. не хочется как-то может, что-то придумаем, переборем там, в технопарке что-нибудь, какую-то новую инновацию, там, не знаю, что-то сделаем. Что-то такое. Телепорт, наверное. Какую-то новую инновацию придумать, Телепорт, чтобы, проблема может очень, быть, думаю. вот этого было поменьше, да? Петя, телепорт. Телепорт. Раз сегодня я здесь, раз 3D-голограмма. сразу там я там, в другом месте. Даже, Всё даже уже, так, да? и- Слушай, а кем ты в будущем себя видишь? Ну, вот, условно, придет же время, когда нужно будет уходить на пенсию, ну, либо скажешь, ну, хватит работать, да? Что на пенсии, наверное, я буду сидеть у моря, ловить камбалу. Камбалу? И курить сигару и болеть за Милан. Болеть за Милан, да. Смотреть, как Милан Лига Чемпионов в финале побеждает. Да, Ну, прекрасно. ездить с тобой там, да, на матчи в Италии. Прекрасно. Нет, ну, а в мнимом будущем, ну, в ближайшем будущем. В ближайшем будущем. Ага. Ну, сейчас у нас вот, буквально прошел форум по технопарку, мы сейчас строим планы, и у нас сейчас упор будет на биотехнологии. Мы видим, что в пандемию на это большой спрос очень, на эти биотехнологии. Допустим, у нас в технопарке изобрели, допустим, сейчас лекарство от ковида. Да. Сейчас очень Слышал. востребовано стало, да, прям на слуху. Она апробацию прошла уже? Да. Прошло. Состояние помогает, все реально помогает. Но пока это все равно какие-то БАД, все равно. Это БАД, это еще не лекарство, это БАД. Как называется? Бетукладин. Бета-клодин. Я, кстати, маме заказал 2 упаковки. Да. Да. И есть еще таких целлюлитных проект вот. Сайберия, который помогает анализировать изображение с КТ-снимков для врачей. Ставить диагноз правильно, там, у тебя пневмония вирусная, невирусная, поражение легких ставит, сразу помогает очень быстро. Это мой товарищ занимается. Савин. Да? Гарик. Игорь. Савин Игорь. Игорь, да, Гарик. всё правильно. Гарик. Гарику привет, если он смотрит эту В передачу. общем, вот отличные проекты, которые стали востребованы в пандемию, и их спрос только повышается. И мы считаем, что пандемия, увы, с нами будет надолго еще. Этот ковид, он никуда не денется. Ну будем да, так считается, сильно что жить. вообще человечество уже дальше будет с этим жить. Да, поэтому наши растения вообще в Якутии очень полезные, очень ценные. И мы еще до сих пор это не используем до конца, на полную мощность не используем. Поэтому мы считаем, что вот этот биоцентр поможет как раз нашим проектам, нашим резидентам получить все возможности для развития. Делать там исследования, клинические испытания, делать там производственные какие-то мощности разместим в этом биоцентре. Поэтому это вот задача вот на ближайшие 2-3 года для нас такая вот амбициозная задача. Ну да. Как говорится, флаг вам в руки и самое главное удачи. Да, спасибо. Здорово. Так, а между тем, как обычно бывает, один работает, двое смотрят. Семен красиво выложил, да, такая ресторанная подача. Семен у нас красиво все оформляет. Так. А это ребятам. Вам еще остается. Не беспокойтесь. Операторы, режиссеры, звукооператоры, все, которые работают в нашей команде. Обязательно мы оставляем, обязательно мы пробуем. Так, а мне нужно сделать фотку для Инстаграма. Ну, да, это красиво. А, ты еще что-то будешь делать? Подожди. Я хотел добавить немножко. Красиво. Потому что, соцсети это тоже немаловажно. Еще люблю, кстати, волейбол.
Вот, про спорт. Да, У нас же программа будет после рассказывай. Почты России будет программа, да, наверное? Ну вот предыдущий гость как раз рассказывал, что вы в одной команде играете вместе. Петя Блицын, тебе огромный привет. Да, Спасибо, что ты нас помнишь. Петя, привет. Да. С Петей мы знакомы, кстати, вот с налоговой. Мы 7 месяцев работали в налоговой инспекции, когда я только начинал работать, да. И последние вот эти где-то годы, не знаю, были 5-6, почему мы играем вот с ним в одной команде. В технопарке Кутя. Позвали его к себе, пригласили, вот он с нами вместе играет. И первое место идете еще. Да, сейчас мы в этом году, мы очень хорошо стартовали, идем на первом месте. Красавчики. В городе Якутске. Я же говорил, что ты не маленький. Ну вот для волейбола самое то. Мне тяжело играть. Я играю блокирующая, просто мне когда в руки выставляю, вверх, мне просто даже прыгать не надо. Особенно ничего не надо, да? А вы еще, наверное, играете по правилам Сахава, да, сетки ниже? Нет, ну 2.40. Стандартная сетка. Да. А раньше же просто, когда я был школьником, Сахава же начиналась, вот Сахава волейбольная ассоциация, там сетки ниже были. Ну что-то типа ниже делали. 2.40, в принципе, ну такие же правила, стандарт. как в России стандартные правила. Ну, не суть, но все равно хорошо. Так, как лучше сфотать такое? Бью! И теперь вооружаемся вилками. Вооружаемся вилками. Аккуратно. Пожалуйста. Благодарю. Пожалуйста. И Так, снимаем пробу. бон аппетит. Приятного аппетита. На Новый год. Как гамма? Отлично. Считается нормально? Считается? Отлично. Мне кажется, он очень сытный. Да. Да? За счет сыра, за счет Да, очень креветок сытный. и при этом легкий. Малокалорийный, легкий, да, очень получается. Малокалорийный, легкий. Это очень сытный. Он такой, чувствуется консистенция. Желудок говорит уже такой, спасибо, дорогой. В общем, готовьте у себя на новогодний стол. Да, я хотел тебе слово дать как раз. Давай. Передача подходит к концу потихоньку. Простите, пожалуйста. Пожелания нашим телезрителям. Дорогие наши, значит, вот такой салат мы приготовили сегодня. Рекомендую вам готовить его на новогодний стол. Очень салат быстро и легко готовится. Неприхотливый такой салат. Но при этом очень вкусный, очень калорийный, очень ппшный, такой классный, такой интересный вкус появляется у него. Этих ингредиентов. Если мы выходим до Нового года, я желаю поздравить вас с наступающим Новым годом. Если мы выходим после Нового года, я поздравляю вас с Новым годом. Если мы выйдем в следующем году, то наступающем в 2023 году. Если мы вообще не выйдем, я вам ничего не делаю. В общем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, удачи, семейного уюта, тепла, нежности, любви. Любите друг друга, потому что наша жизнь очень скоротечна. Живите сегодняшним днем, живите каждым днем. Не тратьте время попусту. Скажите своим близким, что вы их любите, обнимите их. Они это оценят. Я думаю, что все будет хорошо. Этот год был очень сложный, конечно, такой, 21 год. Но мы смотрим в оптимизм, будущее с оптимизмом. Ковид потихоньку отступает, жизнь налаживается, границы открываются. Скоро вроде бы ограничения должны снять, да, как говорят. Да. Поэтому всем удачи, всем счастья и радости в новом году. Да, спасибо тебе, Петя, что был гостем. Спасибо, что ты сразу согласился прийти на нашу передачу. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку прощаюсь с вами. Мы уйдем за эфир. Обязательно все это докушаем. Ребятам еще чуть-чуть осталось. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всего доброго, друзья. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Всего хорошего. И с наступающим. Но если после Нового года, с наступившим. А мы продолжаем кушать. Вкусно.